Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что ждет вас с минуты на минуту, со дня на день? Загадайте, пожалуйста, на себя, пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, отсыпочка готова. Давайте посмотрим, что ждет вас с минуты на минуту, со дня на день. Смотрите, показано огромное дерево, и в это дерево, трусите, да, струшиваете с него плоды. Да, чтобы получить плоды, придется дерево потрусить. И вы знаете, чем сильнее вы будете трусить, чем больше усилий вы будете прилагать, тем больше плодов вы соберете. Если вам чего-то нужно добиться, себя не пожалейте. Все свои усилия пускайте именно на то, чтобы добиться желанного. У вас прекрасная возможность струсить с этого дерева все плоды, все забрать себе. А если будете отлынивать, либо надеяться, что оно как-то само собой случится, к сожалению, ждать придется долго, пока эти плоды начнут сами отваливаться от веточек. Кстати, у кого-то еще отыграется, что вас кто-то недооценивает и думает, что вы, ничего она не сможет, либо ничего он делать не будет. А вы как возьмете за это дерево, как начнете его трусить, и все соберете, как себе заберете, да. Еще, мои хорошие, я вижу, что вам придется с кем-то общаться, причем общаться достаточно откровенно, да, потому что там такой человек, он ложь чувствует, да, и вы чувствуете, человек чувствует, и человек вам будет задавать какие-то откровенные вопросы, либо очень чувствительные вопросы, и вам придется собрать всю волю в кулак и давать очень прозрачные и честные ответы. И от этого очень многое зависит. Если вы сможете полноценно, широко ответить и правдиво, то человек отдаст вам свое сердце, либо будет на вашей стороне, либо даст вам именно то, в чем вы нуждаетесь. Если человек что-то почует не то, либо человек, допустим, скажет, что вы там что-то скрываете, не договариваете, то этого человека очень сложно будет переубедить, либо расположить к себе. Имейте это в виду. Сделайте над собой усилия, максимально полные ответы давайте и говорите все как есть, без утайки, да, без приукрасить, без что-то скрыть. Да, этого делать нельзя. Честность. Здесь ценится честность. Напряженный разговор, но он того стоит. Дальше вижу, что за столом будут сидеть люди, и вы как будто бы главное центровое место занимаете. Может быть, это какой-то праздник в вашу честь, а может быть, вы окажетесь на каком-то празднике, но вас посадят на самое главное место, и очень много внимания будет в вашу сторону. Да так много, что вы даже себя немножко неудобно почувствуете. Хотя к хорошему привыкаешь быстро. Прям уважат вас, да, уважат, что вы такой почетный гость, либо в вашу честь люди соберутся, поднимут бокалы, да, как мероприятие какое-то будет. Дальше, мои хорошие, показывают женщину. У женщины очень длинный язык, и сама по себе женщина очень эгоистичная, а еще она какая-то зазнайка, высокого мнения о себе. Вы знаете, эта женщина, она на кого-то наткнется. Извините, но скажу, как вижу. Эта женщина, у нее такие слезы будут, крокодили, да, огромные слезы. Видите, у нее такая острая стрела летит. Почему? Потому что язык длинный, потому что о себе высокого мнения, да, слишком много на себя берет. Прям, знаете, это копье ее пронзит. И вынять его будет очень сложно, да, будет больно и будет неприятно. Эта женщина к вам будет обращаться за поддержкой, либо помощью.
но ей помогать не стоит. Это не тот человек, кому нужно помогать. Вы знаете, вот вы ей поможете, а она потом ваши заслуги себе припишет. Еще так все вывернет, как будто бы она вам помогала, а не вы ей. И знаете, если эту женщину не поставить на место, то потом горе будет всем. Она распоясается, разойдется, и да, много всего нехорошего может случиться. Я не вижу, что стрела от вас идет, но я вижу, что от кого-то, кто может себе это позволить и кто за ценой не постоит. Да? Есть такие отчаянные люди, которые там не любят хамов, не любят зазнаек, эгоистов, хвастунов. Вот на кого-то она нарвется. Но почему-то помощь будет просить именно у вас. А может, вы просто рядом будете находиться. Помогать ей не надо. Что-нибудь придумайте, либо сделайте вид, что вы не слышите. Дальше. Качели показывают. Ой, кто-то будет катать вас на качелях. Человек вас катает на качелях не потому, что он плохой, а потому что человеку, наверное, нечего вам либо сказать, либо предложить. Поэтому и качели у нас получаются. Вроде как ни да не говорит, ни нет не говорит, а вы в подвешенном таком состоянии туда-сюда раскачиваетесь. Пожалуйста, не нервничайте. Знаете, что человек пытается лихорадочно найти выход из этой ситуации, и человек сам заинтересован, чтобы с вами взаимодействовать, либо поддерживать общение, и ему, либо ей тоже неприятна эта ситуация. Покатайте чуть-чуть. Детство вспомните, да? Качели, кстати, вполне себе комфортные. Вы, главное, не нервничайте и знаете, что всему свое время. Дальше показывают какую-то странную тройку, как будто бы она из змей. Да? Змеи образовали с собой эту тройку. Не настоящие токсичные друзья, либо люди, которые якобы в кавычках друзья, могут оказаться хуже, чем змеи. Вот имейте это в виду. Может быть, перед полнолунием, да, у людей истинная суть просыпается, может, и еще что-то происходит. Но, в общем, вести себя, конечно, будет очень-очень странно. И к себе это не приписывайте, да, это не только к вам, это ко всем, да. Плохие люди не могут подавлять свое естество, и то, что они змеи от природы, они это просто проявляют. Да, бывает. Перед полнолунием и не такое бывает. Дальше показывают фигурку ангела. И ангел вам на что-то показывает. Так, знаете, крылышками. Смотри, туда, вот сюда, да. Что-то вам показывает. Несколько раз вам ангел будет что-то показывать. Даже ощущение дежавю у вас может возникнуть. Но это не дежавю, это знак, который вы должны как можно скорее расшифровать. И этим знаком вы должны будете воспользоваться. Дальше показывают птицу, в гнездо села, на гнезде сидит, и так, знаете, крыльями как будто бы закрывает свое гнездо. И впереди, и позади себя. Защищать себя, защищать свой дом, защищать свою семью, своих детей. Птица сидит слева. Возможно, речь идет о вас, да? И о вашем желании защитить своих близких. Возможно, речь идет о том, кто считает вас своей семьей. Даже если, например, это как работа, да, коллектив, и ваш начальник считает, что вы все одна большая семья. Вы знаете, это прям, да, хороший знак, почувствовать себя под защитой. Но если вы будете защищать свою семью, да, с вами лучше не шутить. Вы так можете глюнуть, мало не покажется. Можете быть отчаянным человеком, когда речь касается вашего дома, да, безопасности вашего дома и ваших близких. Угу, да, сильный знак. Дальше показывают колокол. Кто-то раскачивает этот колокол. Идет звон, гул даже, я бы сказала. Это какое-то важное оповещение и предупреждение, которое ни в коем случае нельзя игнорировать. Вы понимаете? Должна быть молниеносной реакция. Как только вы услышали этот колокол, как только вы услышали оповещение, предупреждение, сразу делайте так, как говорят, да? Примите меры. Не знаю, куда-то уйдите, закройте там что-то, что закрыть надо. Вы поймете, что делать, там будет озвучено, что делать. Не игнорируйте, не думайте, что ерунда какая-то, да. Подумаешь, что там предупреждение. Нет, ни в коем случае не игнорируйте. Игнорировать нельзя. Знаете, как сигнал этой пожарной тревоги, либо просто тревоги. Ни в коем случае не игнорируйте. И да, своим близким тоже об этом скажите.
Так, еще показывает человека. У человека руки, ну, как эти, знаете, как ватные. У человека в руках был большой меч, и человек этим мечом прям, знаете, как самурай махал. А теперь руки как ватные стали, то есть все, не держат, руки не держат огромный тяжелый меч. И человек опускает руки, и меч опускается. Кто-то сдуется, в прямом смысле слова. Кто-то такой, знаете, дрочливый, либо очень агрессивный, либо тот, кто там всем угрожал, грозил, просто сдуется на глазах. Руки ватные, меч он уже не поднимет. А что делать? Ногами, что ли? Ногами неудобно. Зубами тоже, знаете, еще те зубы надо иметь, чтобы меч поднять. Ну, это хорошая новость, да? Для вас вообще она под знаком подковы идет. То есть, возможно, человек мешал вам добиться желанного, либо стоял между вами и вашей мечтой, но теперь все, меч опущен, руки опущены, дорога открыта, бояться нечего. Все теперь будет хорошо. Дальше показываю человека, который, как знаете, с кресла падает, либо с табурета какого-то падает. Честно, у кого-то в прямом смысле слова может случиться. Если у вас мебель немножечко себя изжила, там, ну, шатается, ходуном ходит, если садится там, на табурет, либо на кресло, пожалуйста, не рискуйте. Не рискуйте, а то можно и упасть на пол. Вот. А у кого-то отыграется в переносном смысле слова. Человек, который занимал какое-то место, занимал какую-то должность, лишается этой должности. Просто вот разъезжаются ножки, да, и человек падает. Всякое может случиться. Могут снять, могут уволить, могут что перевести даже могут, да, но с понижением. Когда табурет падает, все-таки с понижением, да, кресло ломается. И также могут быть какие-то, ну, неприятности, наверное, по здоровью, либо с криминалом связанные, что вот человека прям резко как-то, да, с должности убирают. Ну, что есть, то и показали. Вам это нужно, скорее всего, знать. А может, для кого-то это хорошая новость. Да? Может, сидит какой-то упырь, чиновник, который взятки требует, а его снимут, и все, для вас хорошо, для вас прекрасно. Так, дальше. Показывают вас в очень красивом платье. Я так понимаю, что это что-то новенькое. Да? Платье — это ведь не только одежда. В эзотерике очень часто это новая роль в жизни. Для мужчин, для женщин одинаково. Да, мужчины, не удивляйтесь, в старые времена мужчины тоже носили платья. То есть вот это все штаны, это уже как новояз, да, новые традиции. А в старину все ходили в платьях, в юбках ходили. Ну, нормально было. Никто не жаловался. Мода такая была. Новая роль в жизни у кого-то идет, а у кого-то идет прям преображение. Преображение как и тела, так и души, как и настроение, так и поведение, так и активность. Да? Вы повышаете свою активность. Но вам платье очень к лицу, либо новая роль — это прям ваша. Вы очень быстро там освоитесь, вживетесь, и уже, знаете, как родное все будет. И еще крылья бабочки показали. Крылья бабочки, но это какая-то, знаете, легкость. Да, легкость. Алкоголь обычно такую легкость дает. И также, ну, у кого-то отыграется, что попытка, не знаю, вас на что-то такое подбить, там, поехали в ночной клуб, оторвемся, расслабимся, либо давай там с кем-то познакомимся. Знаете, эти крылья, они, конечно, очень красивые, и иногда нужно себе такое позволять, но не сейчас. Сейчас не время, да, среди недели, тем более не время. Лучше пока отложить эти крылья бабочки, потом будут выходные, там пятница, суббота, воскресенье, тогда и померяете. А сейчас пока не стоит. Не стоит, иначе, ну, сами знаете, да, потом сложно будет собраться, какие-то важные дела делать, а у вас очень много важных дел. И также у кого-то, возможно, это не для вас крылья, но крылья для вашего любимого человека. Человек скажет: вот у друзей там мероприятие, можно я пойду там с друзьями. Не пускайте, потому что потом это все запорит всю неделю до конца. Сложно будет его вывести из этого окрыленного состояния, намучаетесь с ним, и дела не будет делать. Нет, лучше не пускать. Так, огромный объем работы у кого-то перед глазами.
И вы понимаете, что это слишком, это очень много. Такое желание, знаете, закрыть глаза и в другую сторону побежать. Но я вам так скажу, глаза боятся, руки делают. И вот этот огромный объем вы как-то очень быстро можете выполнить. Только лишь начните. Там, может быть, оно объемно, но по факту ничего сложного. Или очень быстро можно со всем этим управиться. Да? Не бойтесь. Не бойтесь, вы и не с таким справлялись. Дальше. Показывает, что крутить педали надо. Крутить педали. Может, действительно будете кататься на велосипеде. Почему бы и нет. А может быть, это велотренажер. Да? Крути педали, быстрее похудеешь, сбросишь больше калорий. Укрепишь там ножки, ягодички. Спину, да, можно укрепить. Легкие прокачаешь. Слушайте, ну, прям говорят, крути педали. Крути. Если купили велосипед, катайтесь. Если велотренажер, тренируйтесь. Но крути педали. И также, возможно, речь идет о том, что нельзя отступать, нельзя сдаваться. Нужно прям усилиться и крутить до победного. Да? Крутить дела, решать дела, действовать до победного. Так, птички. Птички такие маленькие летят, но они такие четкие. И эти птички, они каждая крошка, да, на вес золота. Может быть, это какие-то короткие послания, короткие сообщения, либо ответ в виде 2-3 слов. Но они настолько важные. Я вижу, у вас от этих птичек прям тепло по сердцу разливается. И улыбка такая, знаете, вот до ушей доходит. Очень приятные птички. 2 птички, одна за другой прилетают. Так, еще знак Овна показан. Овен. Либо человек по знаку Овен как-то выделится в вашей жизни, либо для вас что-то сделает. Может даже и вступится, и для вас что-то добьется. Либо на какие-то поблажки пойдет ради вас. На уступки может пойти. А у кого-то отыграется, что, возможно, вы Овен по гороскопу. Да? Вспоминайте, что вы Овен, упритесь рожками и ни от чего не отказывайтесь. Своего добивайтесь. Да. Даже если вы не Овен, да, ведите себя как Овен. Овен не видит препятствий, он видит свою цель, и все, этого достаточно. Овна ничем не остановить. Тут прям сердце так горит. Так, дальше. Что-то очень запутанное. А вы знаете, вот как кто-то специально что-то запутал, заметал следы, либо хотел какой-то саботаж устроить. Какой-то, знаете, нехороший человек что-то запутал. Но если не распутать, то ситуация может усугубиться. Причем усугубиться вот даже не по дням, а по часам. Да, можно отслеживать, как все меняется в худшую сторону. И я вижу, что вы, хоть и нет, это не ваше, да, вы этого не хотите, но вы будете распутывать какие-то веревки. Намучаетесь, конечно, но с другой стороны, вы дело до конца доведете, с собой довольны будете. Вы очень хорошее, благородное и доброе дело сделаете. Пусть не для себя, но для других. Поверьте, небеса все видят, все знают. И награда не заставит себя долго ждать. А награда даже может быть какой-то материальной, да? Как неожиданные деньги, горячие деньги. Может, там что-то найдете, да? Будете идти, найдете деньги. Ну, конечно, не у всех так отыграется, но тем не менее. Дальше показывают, что большой олень такой, знаете, с большими рогами, идет впереди вас. Но это сильный, конечно, знак. Олень — это перерождение, это воскрешение, это связи с родом, связь с родом. Вот как впереди вас идет с такими огромными рогами, может быть, как тени отгоняет, либо неприятеля отгоняет, как защита мне идет, да? То есть вы идете правильным путем, чтобы никто вам не помешал, олень идет впереди вас с огромными рогами. Да, вы идете по протоптанной дорожке, но дорожку вам как будто бы духи рода протоптали, да, очистили от всякой скверны, от тех, кто может вам помешать. Дальше здесь мужчина и женщина обнимаются, а это очень и очень хорошо. Объятия очень теплые, приятные.
Это может быть как и встреча мужчины и женщины, так и семейное благополучие, да, когда люди открыты друг другу, люди хорошо проводят вместе время, люди меняют свою жизнь к лучшему, больше доверия, больше нежности в отношениях. Ну и также как начало новых отношений у кого-то отыграется. То есть женщине мужчина предлагает, либо женщина мужчине предлагает, ну а второй не против, а даже двумя руками за. А вообще в целом, да, эта встреча может быть очень теплой. И также согласие. Согласие между мужчиной и женщиной. Хорошие гармоничные отношения. Дальше. Что-то может сломаться, но не ищите дурных знаков там, где их нет. Если что-то сломается, это не потому, что кто-то там сглазил, либо какой-то негатив. Нет, это потому, что вещь свое уже отслужила. Вот и все. Это такой вот прям износ. Износ временем. Вот, не ищите дурных знаков. Просто либо, если можно починить, отдайте в ремонт. Если нельзя, то купите новое. Дурных знаков тут нет. Предзнаменований дурных нет. Просто вещь свою уже отслужила. Вот и все. Так. Деньги. Какие-то деньги интересные. Может, кстати, как и иностранная валюта. А может быть, деньги из такого источника, о котором вы не думали, вообще в голову вам не приходило. Может, вы вообще имеете право на какие-то выплаты, но вы об этом не знаете. А тут на тебе откроется. Такие вот интересные деньги. А кому-то, да, могут и банковский перевод отправить. А у кого-то еще ситуация, что вы кому-то будете менять деньги. Ну, какие-то интересные деньги у вас в руках. Дальше. Странная такая картинка, когда вы сердцем чувствуете, что человек, ну, врет, да, смотрит вам в глаза и врет. Вот даже нет, не моргает, да. Вы сердцем чувствуете, что врет, вроде как все логично, мозг воспринимает, что вроде логично, да, человек говорит, там не к чему прикопаться, но вы все-таки верите своему сердцу. И знаете, человек, ну, буквально, как только поймет, что вы не доверяете, сразу же откроет свою истинную суть. Да, начнет там психовать, материться, нервничать, как-то, знаете, агрессивить. Ну, все подтвердится, да. Видите, ваше сердце все-таки мощнее, чем разум. Хотя, в принципе, сравнивать нельзя, да, потому что, ну, интуиция, она гораздо шире, чем логическое мышление. Да, сердце вас точно не обманет. Дальше. Вижу, что вы с кем-то в одной упряжке окажетесь. С кем-то вот 2 либо 3 человека в одной упряжке. Люди, в принципе, неплохие, но какие-то бестолковые немножко, да. И этими людьми нужно, конечно, руководить, прям конкретно говорить, вот ты делаешь это, и тогда будет порядок, и тогда у вас все хорошо, да, сложится, будет прекрасное взаимодействие, и эту упряжку свою, да, вы дотащите, там, что тележку дотащите, и с задачей, поставленной задачей вы точно справитесь. Даже если вы не чувствуете в себе лидера, даже если вы там, ну, прям совсем не хотите быть лидером, ну, надо, понимаете, надо. Если вы хотите дело сделать и не хотите, чтобы были нарекания, то возьмите роль лидера на себя. Люди хорошие, но немножко бестолковые, да, ну, такие вот сами ничего не хотят, либо не понимают. Им нужно конкретно вот говорить так и так. Вот тебе эта инструкция, либо алгоритм действий, бери и делай. И тогда все хорошо закончится. Какие-то еще сплетни до вас-то идут. Сплетни, пересуды. Что-то, в чем есть какое-то зерно, но оно настолько вот прям закопано в домыслах, да, что еще докопаться надо. То, что вы услышите, да, там правда есть, но правда прям глубоко лежит. Глубоко. И еще я вижу, что эти сплетни, они не прекратятся. Они будут, как, знаете, волнами нарастать. Все больше и больше подробностей будет открываться. Ну да, скорее всего, пришло время чему-то важному открыться.
Так, девушки, женщины, не знаю, как вы отнесетесь к этой новости, но походу какой-то бывший по вам скучает, и какой-то бывший держит путь к вашему порогу. Не знаю, насколько для вас это приятно, насколько вы там ждете, либо вы теперь за голову хватаетесь в шоке и думаете, что делать, зачем мне этот бывший. Ну вот видите, тянет человека, тянет. Может быть, человек поменялся, может быть, у человека как взросление произошло, да, трансформация произошла. Но вот тянет, ноги сами несут. Человек сам себя не понимает, почему такое желание к вам, да, почему так сильно скучаю. Но ноги вот того, кто, я так понимаю, любит, либо наконец-таки осознал, что любит, ноги сами к вашему порогу принесут. Человек вам честно можете сказать: я не знаю, как оказался у тебя на пороге. Вот не знаю. Вот что хочешь со мной делай, я не могу объяснить. Но вот ноги сами привели. А я вам скажу, это все любовь. Любовь. Многие люди любовь только лишь со временем начинают чувствовать. Да, вот доходит до них, что а я же все-таки любил, либо любила. Ну вот бывший у кого-то на пороге. Так, мои дорогие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.